Дом загорелся ближе к 9 часам утра. Языки пламени за короткое время охватили 4 комнаты строения. По счастливой случайности никто из жильцов от огня не пострадал. Произошел пожар, но неумышленный, как-то, не обращение с огнем, как это говорится, так это произошло. И дом сгорел, это дом Аздоевых, Зелимхана, сейчас Зелимхана нету, это Забрат, ихний дом. Это здесь в доме были 2 сына и мать. Хозяйка дома, Забрат Аздоева, сейчас вместе с младшими сыновьями живет у старшего. 2 семьи теперь ютятся в 2 маленьких комнатках. Со своей стороны сотрудники пожарной службы приложили все усилия, чтобы спасти дом Аздоевых. По прибытию на место пожара, огнем охвачено было 3 комнаты и крыша данного частного домовладения. Потушили, своевременно, быстро потушили пожарные. Погибших не было на пожаре. 9:11 прибытие на место пожара, 9:23 локализация пожара, 10:20 уже дом был потушен. Общая площадь горения 75 квадратов. Огонь потушили быстро, правда, спасти имущество хозяев не удалось, сгорело буквально все. Закопченные стены, документы на дом и паспорта, испорченная мебель, которую покупали в рассрочку. Не сгорели лишь долги. Получила пенсию и сгорели, что остались, остальные деньги все сгорели. Мебель у них хотя была бы взята в рассрочку 190 тысяч, 110 тысяч только взяли. За эту мебель надо было оплатить, и эти сгорели. Беда объединила соседей, проживающих рядом с погорельцами. Но дело здесь не только в сочувствии и понимании. Их жилища тоже пострадали. Дело в том, что Аздоевы проживали в доме, построенном по типу общежития еще в советское время для сельских преподавателей. Когда за стеной у соседей начался пожар, в другой части дома, где проживают Аушевы, началась паника. 7-8-летнюю инвалидку подняла, она бедная, бегала с этими детьми. Не знаю, куда деваться. Оказывается, старому строению сложно было вынести не только огонь, но и воду, которой тушили пожар. Все 4 семьи, проживающие под общей крышей, пострадали от несчастья. 2 комнаты. Вот здесь. Это сегодня-завтра тоже может провалиться, потому там вода сверху стоит. 3 техники машины сюда завозили, эту пожар тушили. Столько воды здесь, сегодня-завтра она провалится. Неравнодушные соседи с других домов, из других улиц собрались вместе и сообща пытаются разобрать завалы в доме и хоть как-то восстановить крышу. Администрация сельского поселения внесла свою лепту и привезла 200 листов шифера. Но этим проблемы семей, проживающих по Шарипова 25, не решаются. А остальные балки, перилы, эти остальные доски мы так скинулись и взяли и начали восстанавливать. Часть дома, принадлежавшую Аздоевым, уже не восстановить. Семья надеется на помощь небезразличных к чужому горю людей, которые помогли бы хотя бы достроить дом, строительство которого своими силами сыновья Забрата Аздоевой ведут уже 8 лет. Без крова только за последнюю неделю осталось 6 семей. И все по той же причине – пожар. За 4 дня новой недели этот случай уже 3-й. Получается, почти каждый день в республике сгорает по одному дому. И Нарки, Далаково, Назрань – объединяющие локации у стихии нет, и общей причины тоже. Но чаще всего виной несчастья становится собственная безответственность пострадавших. Не относитесь халатно к своей безопасности и безопасности своих близких, чтобы впоследствии не пожинать ее плоды. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.